Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные гаремные гадания из Турции для вас. Дорогие зрители, гости канала, не забывайте подписываться, нажимайте на колокольчик и получайте уведомления о новых видео. Огромное спасибо за ваши лайки под видео и за ваши хорошие добрые комментарии. Земной вам поклон! Тема сегодняшнего гадания звучит так. Вернется ли он? Стоит ли надеяться, стоит ли ждать? Пожалуйста, настройтесь на гадание, посмотрите на песочек, представьте любимого человека, либо того, кто вам интересен. Представьте его глаза, его голос, его улыбку. Ваши разговоры, ваши встречи мысленно, либо вслух, назвав его по имени, задайте такой вопрос. Вернешься ли ты? Стоит ли мне тебя ждать? Стоит ли мне надеяться? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать возможности мне ответить на все ваши вопросы и послать вам только самую нужную и самую важную информацию, самую полезную. Именно вот то, что вы хотели бы услышать и узнать. Давайте посмотрим для начала. Что думает этот человек о вас? Что он к вам чувствует? Вообще думает ли о вас? Есть ли чувства? Что же происходит с человеком, с его жизнью? И вообще, как он смотрит на жизнь? Какие планы он строит? Так, но в жизни человека сейчас какое-то смутное время, по-другому и не скажешь. Здесь он стал на какую-то дорогу трансформации, перемен. Тут могут быть и переезды, и перемещения, и какие-то мысли у него странные. У него просто хаос, да, вот в жизни у него происходит реально хаос. И на данный момент он фокусируется на именно каких-то вопросах материального характера, материального плана, своих каких-то успешных и либо неуспешных делах и обстоятельствах. Для него это важнее всего на данный период времени. Любовь для него важна, но она больше как на подсознательном проходе. Да? Это не самая, скажем так, сейчас актуальная часть его жизни, потому что вот оно сердце, здесь оно в верхней части, оно еще перевернутое. То есть больше всего сейчас его волнуют именно дела насущные, касающиеся его именно житейских вопросов. Тут коммуникации, кстати, коммуникации. Возможно, человек пережил какой-то неприятный момент. Тут может быть и предательство, и разочарование. И знаете, вот какие-то даже подставы могут быть, да, вот какие-то вот прям болезненные ситуации, связанные с другими людьми. Кстати, если у него сейчас есть адюльтер с другой женщиной, на это намек очень ясный есть. Вот она тут вышла в горизонте. Плюс тут есть такие знаки, которые указывают на то, что там очень неприятная ситуация, и, скорее всего, они просто как на грани разрыва, развода, и болезненные упреки, уколы, они друг друга ранят словами, ранят делами, и там уже какой-то мучительный процесс. Вот так вот идет. Если вы смотрите на мужчину женатого, то знаете, что вот она, это его жена. И там все очень тяжело у них в отношениях, прям очень, со скрипом. Тут просто, знаете, как они друг друга рвут в клочья. Вот как хотите, там нет любви, там нет взаимопонимания, там есть холод, месть и желание уколоть побольнее. Вот что там происходит. Ну, то же самое, если, например, ваш мужчина ушел к разлучнице. Вот поверьте, там просто катастрофа. Катастрофа. Все, что происходит. Да, эта женщина, вот она вышла, она важна, она есть, ее никуда не деть, но она в горизонте. Скажем так, там ничего она не дает, скорее всего, она сожалеет. Она сожалеет о том, что она с этим человеком вместе. Она зациклена на том, как бы ему сделать побольнее, да, как бы ему отомстить за какие-то свои переживания, обиды, там, слезы, невзгоды, да, за что угодно. Вот такая идет ситуация. Там просто, от любви вообще только одно название, и то, скорее всего, они про это вообще не говорят. А если говорят, то типа, как я могла тебя полюбить, да? Либо как я мог там с тобой связаться. Вот такая ситуация. У мужчины сейчас, вот если спросить, что происходит в его жизни, я скажу так, это череда каких-то катаклизм и катастроф. Вот что происходит в его жизни. Он, конечно, может там на людях особо не показывать, хотя по этому песку я могу так сказать, что практически, наверное, все знают, что происходит в его жизни. Это не самое
самое лучшее время. А у кого-то мужчина даже может и прибухивать в данный период времени, причем так жестко прибухивать. Вот поверьте, он сам как будто бы себя разрушает. Вот он лежит сам в горизонте, видите, какой он лежит в горизонте, весь покоцанный, весь в каких-то шрамах, в каких-то ранах, в каких-то вот прям, ну, видите, волны просто у него по телу проходят. У него вот два обстоятельства, которые его особо травмируют. Вот она, вы вышли у меня с сердцем, да, но вы вот как-то, знаете, вы как отдушина, да, вы как отдушина для него, вспоминает он вас, ну, в самые такие моменты, когда он может немножечко как подрасслабиться, да, передышечку взять. Вы как вдохновляете, да, он о вас вспоминает, и ему как легче становится, да, и он так всегда думает, что вот если бы я был с ней, да, все бы было по-другому, либо если бы я к ней смог вернуться, да, быть с ней вместе, в паре, в браке, да, все бы в моей жизни не было бы так грустно, печально, потому что она меня любит по-настоящему, она бы меня поддержала, выслушала, помогла, что угодно, понимаете, вот он так думает, и, ну, вы даете ему надежду, шанс, да, благодаря вам он как будто бы живет. То есть он верит, что у вас еще все возможно. Понимаете, он у себя в голове об этом думает и верит. Но сейчас не самое лучшее время для того, чтобы он там делал камбэки и как-то пытался к вам прийти. Ну, с чем он придет? Что он вам предложит? Роль любовницы, да, либо скажет, вот, жена, встречай меня, я нагулялся, да. Тут даже человеку особо и предложить вам нечего. С чем он там блеснет? Что он вам покажет? Вот такая не очень приятная ситуация. Так, что я хочу еще вам сказать, вот важного, что мне кинулось в глаза. То, что этот человек, он страдает. Вот поверьте, да, вот как бы он там ни хорохорился, что бы он там ни делал, он страдает. Если он не один, он страдает. В любом случае, он очень одинок. Даже будучи вдвоем с кем-то, он очень одинок. Здесь прям, я не знаю, у него по всем фронтам как-то его поджимает. Думает о вас? Да, думает. Что думает? Да думает, что вы самое лучшее. Что потерял, что дурак, что не ценил. Вот что он думает, да. Хотел бы вернуться, да не с чем. Что он вам предложит? Что? И предлагать-то нечего, да. Дожился до такой ситуации, что даже и предложить нечего. Так, давайте теперь будем смотреть, стоит ли вам ждать, стоит ли вам вообще надеяться. Стоит ли вам ждать этого мужчину, стоит ли вам на него надеяться. А тут не все так плохо, мои дорогие девочки. Тут не все так плохо. 4 месяца. 4 месяца, и мужчинка к вам будет подкаты делать, причем конкретные, и уже действительно у него будет вам что предложить, и будет вас чем соблазнить. Мужчина будет соблазнять. Он будет делать все, чтобы быть с вами в паре, в отношениях. Это могут быть отношения любого толка, могут быть и любовные отношения, могут быть и брачные отношения, любые, да, могут даже быть дружеские отношения, да. То есть под любым предлогом, под любым соусом он будет к вам проявляться, да, такой кошечкой, да, вот. Подходи, там, говори, давай, там попробуем, поговорим, может там заходить там через соцсети, может через знакомых, через друзей, как угодно может заходить. То, что, смотрите, вот глаз, видите, глаз какой, он за вами наблюдает. Он за вами наблюдал, наблюдает и будет наблюдать. Он вас из своего поля зрения не упускает. И я так понимаю, что вы тоже за ним наблюдаете и тоже всегда держите руку на пульсе, понимаете, что происходит в его жизни. Вот как ни крути, да. Может, скажете, там мне неинтересно, просто там общие знакомые, но тем не менее, вот поверьте, да, вот не будем лукавить, скажем честно, интересно, потому что мужчину вы этого тоже из своей жизни не отпустили, между вами еще не были сказаны решающие слова, которые бы, например, поставили точку. Вот здесь лампа вышла. Лампа, которая мне говорит о том, что будет счастливый случай, и вы начнете с ним общаться. И желание его исполнится, и ваше желание, потому что я и ваше желание здесь вижу. Вот как ни крути, я вижу, что вы хотите этого мужчину, что вы хотите быть с ним, хотите общаться, он вам нужен, он вам дорог, он ваш любимый. Вы об этом думаете, вы об этом мечтаете, вам этого очень-очень хочется. И вы, мои дорогие женщины и девушки, вы в выжидательной позиции, вы ждете, в принципе, вы правильно делаете, потому что торопить этого мужчину не стоит, даже если вы будете пытаться торопить его, войдете вы сейчас в его жизнь. В принципе, знаете, он бы и рад, да, ну а что, он сейчас разрывается на части, у него куча неприятностей, которые нужно вот как-то решать, заглаживать, да, он сам себе сейчас не принадлежит. Слишком уж много всего у него скопилось и насобиралось. Так,
Здесь у вас, смотрите, мужчина будет решать вот эти дела с этими дамами своими, да, либо с человеком, который ему там навредил, подставил, это он будет делать. И тут в конце, вот он, смотрите, он думает, что я ей такое поднесу, что я ей такое предложу. То есть он думает о дороге к вам, о том, что он будет именно вам предлагать. Видите, вы тут стоите, и он вам предлагает. Что будет предлагать, непонятно, он еще не придумал, но, скорее всего, это очаг, семейный очаг, либо свое сердце, свою душу, свою руку, да, что у него там останется после всех этих передряг. Он, знаете, как он думает? Он думает, что типа я встану на ноги, тогда я к ней зайду. Но так, скорее всего, не получится, потому что он не выдержит. Он не выдержит. Вы его, сладенькая таблеточка, вы его лечите, и к вам он придет, за вашей сладкой, вкусной энергетикой придет. Вот так вот, мои дорогие, дождитесь. Четверочка вышла, видите, ее очень четко видно. Вот она, четверочка, он к вам сам придет. С вашей стороны ничего не требуется. Так, давайте я еще посмотрю, на что вам надеяться, да? Ждать его следует, да, он через 4 месяца у нас появится. Вы, кстати, да, напишите мне потом в комментариях. А теперь посмотрим, на что надеяться вам. Что он вам может принести и дать. Так. Ну, здесь отношения, понимаете, как ни крути, отношения он может вам дать. Он может исполнить вашу мечту о любви, о жизни. И, возможно, кстати, тут мужчина будет вам делать какие-то предложения по поводу того, чтобы, ну, куда-то к новым берегам отправиться. Понимаете, куда-то переехать, съехать, уехать. Какие-то такие разговоры будут вести. Что он может вам дать? Ну, семью он вам может дать, он может поменять вашу жизнь. Я не вижу, в какую сторону, да, это не тема нашего гадания, но то, на что вы надеетесь в отношении этого человека, он может вам дать. Здесь мне не очень нравится, что здесь в основном вышло направление у нас в левую сторону. То есть я могу предположить так, что все, что вы надеялись, это он будет вам предлагать, но, возможно, в каком-то другом формате, либо в другом ракурсе, либо вот те результаты, которые вы себе представляете, они будут немножечко, ну, другими, да? Вот вы думаете, что вот мы будем жить вместе, у нас там все будет шоколадно. Ну, так, может быть, и не будет, да? А будете жить как обычные люди, там, и где-то спорить, и где-то ссориться, где-то мириться, то есть все может быть, да? Еще момент такой, что вот эта дама его, да, с кем он там, например, есть в отношениях, она еще будет как-то долго его цеплять, причем вот какие-то ножи будет ему посылать. И эти ножи будут даже в вашу сторону долетать. Так что здесь тоже нужно подумать. Она-то вам, даже не знаю, она может против вас и ничего не имеет, зато она его очень сильно хочет обидеть. Вот такое, да, у кого есть такая дама, знаете, что еще долго она будет влиять. У кого такой дамы нету, вот это вот предательство, которое он там пережил с его там, например, компаньонами, там, начальством, руководством, тоже будет еще долго, может там суды какие-то будут проходить, то есть долго будет эта ситуация длиться. Но что я хочу вам четко сказать, что этот человек поставит вас перед каким-то конкретным выбором. Он скажет, вот так, либо так, выбирай. Да? Вот то и то не будет, но может быть так, либо так. Что за выбор, я тоже не могу по этому песку сказать, но то, что выбор будет, это точно. Вы будете выбирать, вы будете думать. И знаете, что я еще вижу? Что в будущем как-то ситуация вообще в корне может перемениться, и вы даже можете переменить свое мнение и по отношению к этому человеку, и по отношению к своей жизни. То есть здесь вы становитесь какой-то более мудрой и более рассудительной, что ли, да? Если на данный момент вы смотрите это видео, вы вся горите в чувствах, в эмоциях, то в будущем вы станете более, скажем так, холоднокровным человеком, да, и более будете думать о перспективе, о возможностях, о том, что у вас ждет впереди. Но как бы там ни было, этот человек, он идет к вам как победа. Понимаете, он идет как звезда, которая исполнится. Вот такая ситуация. Мои дорогие, у человека сейчас очень много проблем. Возможно, чуть позже я буду делать похожее гадание, будем смотреть, что происходит, что поменялось. Но на данный период времени именно выходит так. Так что вы его пока лучше не трогайте, пусть он там порешает свои насущные дела, а потом время покажет. 4 месяца это не так уж и долго. У кого-то, кстати, может быть и быстрее, может у кого-то и 4 недели быть. Так что понимайте на свой счет, как у кого происходит. Но то, что мужчина первый к вам проявится, это точно. Потому что любит, потому что думает, потому что вы ему нужны. Вот так вот, мои дорогие. На этом гадание мое закончено. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.